Сама история бренда основана на любви была, да? У нас тогда вот двойняшки родились только. Все заказы самостоятельно доставляли с коляской по городу. Такие Падения бывают ужасные. тяжелые, конечно, времена были, но зато какие, да? Когда ты прям с любовью к своему делу относишься, то ты сделаешь все, чтобы встать и пойти дальше. Многим же сложно создавать бизнес с мужем, с женой. Мы собираемся в центре зала и начинаем ругаться. Приезжаю в Якутск, создаем семью, ну и начинаем историю с огня. Всем здравствуйте, меня зовут Джилустан, я бизнес-консультант и основатель консалтингового центра Focus Pro. Мы помогаем улучшить бизнес-процессы в организациях, но иногда сталкиваемся с тем, что улучшения бизнес-процессов недостаточно, потому что есть очень много небизнесовых факторов, которые влияют на развитие бизнеса. Это мышление, психология, внутренняя мотивация, поддержка мужа, жены, окружение. Очень много таких тонких моментов, и мы решили делать подкасты на эту тему, как работать самим собой, своим мышлением и со своими целями. И решили пригласить тех предпринимателей, которые растут и внутри Якутии, и уже выходят за рамки Якутии, и хотим, чтобы они поделились своим опытом. Сегодня мы пригласили семью Юлию и Егора, основатели ювелирного бренда «Сокольников Дживлери». У них магазин и производство в Якутске и в Москве. В Северной, да? Ага. Расскажите вкратце, с чего все начиналось. Сам путь именно начинался как хобби, как милое какое-то занятие. Просто мы немножко баловались создавая свой бренд, типа. Вот. И в процессе поняли, что очень много людей интересуются. Ну, то есть такая обратная связь была. То есть наши украшения... Мы производили маленькие коллекции таких геометричных, минималистичных украшений. На то время на рынке, даже российском рынке, это не особо было актуально, и не было этого веяния на минимализм еще. Только начиналось это на мировом уровне, но найти у нас здесь в магазине где-нибудь, да, это было очень сложно. И мы произвели первые наши колье. Это были золотые таблетки. К сожалению, сейчас его на мне нет, но это были круглые такие таблеточки посередине с бриллиантиком. И это было так лаконично и так просто, и так красиво одновременно, что я сама носила, и потом мои подруги видели это, мои коллеги, знакомые и так далее. И как сарафанное радио, получается, все начали себе заказывать. А мы как бы так не производили прям в большом количестве, это были такие индивидуальные заказы скорее. Вот. И так сработало действительно сарафанное радио и помогло нам, наверное, вот первые там несколько сотен изделий распространить. Тогда еще Инстаграм такой только-только вот начал зарождаться, прям как площадка для продвижения, да, мы же все там сидели, но больше в мере использовали как фотоальбом. То есть не особо там в 16-17 году было распространено, чтобы магазины прям сидели и там что-то такое вот создавали какие-то онлайн-истории. Мы тоже все это делали интуитивно, радовались нашим первым таким продажам. У нас тогда вот двойняшки родились только, и мы все заказы самостоятельно доставляли с коляской по городу. Такие нас покупали, да, ребята. И мы такие приезжаем, пишем, вы где там? Встречаемся, они такие видят нас, что мы с двойняшками стоим. И до сих пор вот наши первые клиенты вспоминают эти моменты, когда мы так вот приезжали нашей толпой. Старшая дочка еще маленькая тогда всем была, и двойняшки еще. И где ты работал вот до этого, до запуска бизнеса? До запуска бизнеса работал в Якутске в компании «Сахай Ювелир». Работал я там до 12-13 года, я точно уже не помню, до 13 года, по-моему, да. Потом мы совместно с моим другом, партнером, да, работали в Москве, можно сказать, там с 13 по там, с 14 по 16 год, например. Где-то вот так. И в Москве работали тоже в ювелирной сфере, да? В Москве, да. Ну, все, на протяжении этого всего времени работал ювелиром. Приехал я в Якутск в 16 году, по-моему. В 15. В 15 году, да, в 15 году. Угу. Приезжаю в Якутск, создаем семью, ну и начинаем историю с Сокольников. Угу. А работал в якутской в ювелирной компании в Москве или в московской? Да, якутская. Apple, да? Хох, это опытах. Ага. Seven Diamonds. Seven Diamonds, что-то такое Действительно было. было?
Что-то было, что-то было. В республике был магазин первый, потом мы Кружало. открывались в Кружало на втором этаже. Ну, Вот. такой премиальный сегмент. Да, золото, бриллиант. Но, И там в качестве ювелира работал была, да? ну и в качестве ювелира, в операционке, в управлении, то есть, ну, мы полностью сами точку открывали с нуля. А до этого компания существовала как выездная, ну, то есть участвовали в российских, всероссийских различных выставках. Вот, а в Якутске вот оффлайн был, точки розничные. Почему вы решили переехать в Якутск? Почему там не остаться? Было в приоритете семейное счастье. Вот. Соответственно, отношения на расстоянии, ну, они невозможны. А в Юлию почему не приехали? Я тоже сама работала же. Я Ага. работала в банке и как бы строила свою карьеру, и у меня была как бы тоже своя жизнь, я не могла пожертвовать и переехать куда-то в другой город. Мгм. Вот. Поэтому Егор приехал. Да. Ну, там была большая драма, Приехал, конечно. Много событий, которые повлекли такое, что Егор вернулся Ну, в Якутск, и жизнь- теперь зато Жизнь сама развивает по себе же бизнес. интересная штука. Мгм. Вот, но у человека всегда должно быть что-то в приоритете. Мгм. Мгм. Ну, семья все-таки, создание семьи все-таки это в приоритете всегда и до сих пор. Классно. Любовь И- победила. То есть изначально Да. уже, ну, сама история бренда основана на любви была, да? То есть Да, это знак действительно внимания такое. в жене, там, собственно, производство, Мгм. потом уже все эту любовь прочувствовали и уже стали рекомендовать, и потом стало много заказов. Да, Мгм. есть такое. Мгм. Ну, как бы, да, в основе нашей вообще истории бренда это действительно стоит такая вот крепкая семейная, наверное, начало семьи, строение вот его. И также и бренд развивается, получается, вместе с нами. Также растет, как наш ребеночек. Мы о нем заботимся, взращиваем, усиливаем, вкладываем последние деньги. Типа такого. Все, что есть, и чего нет. Да. Мгм. И потом дальше как развивалась история бизнеса? Дальше, да, вот, ну, как-то вот, как и я ранее сказала, это все сработало очень удачное сарафанное радио. На тот момент было много таких брендов, которые выстреливали именно благодаря Инстаграму. Это Мгм. была Мгм. действительно классная площадка. Мы открыли там Инстаграм, страницу, создали с нуля. Егор там невероятным образом какой-то придумал логотип, Мгм. да. Тоже история логотипа у нас тоже очень такая интересная, как как он вообще появился. Мы уже не успевали просто сами доставлять и так далее, а тогда еще не было индрайвер-курьеров, ничего такого же не было, это же потом только после Мгм. пандемии появилось. И мы все своими силами, получается, это делали, а у нас еще 3 детей, и, ну, как бы это немножко сложно стало, и мы решили, что обязательно нужно все-таки открыть какой-то корнер, что-то такое, и мы очень хотели открыться в ТРК Туймада. Это же самый такой, ну, топовый же торговый центр был. Мы уже практически там заключили договор, да, под них сделали, оформили витрину нашу. Мгм. Короче, вообще прям уже мечтали, вложили действительно, наверное, последние свои деньги, сбережения все. Купили остров, там обустроили его, все очень красиво оформили. Я там придумывала сама вот эти подставки для украшений. Там, Егор занимался украшениями, созданием этих коллекций. В общем, ну, первая, знаете, коллекция это была такая небольшая, там было всего 6, да, по-моему, позиций. Да, до Знаете, 10 это типа, позиций. да, было совсем мало, но мы прям верили очень сильно в наш проект. И открылись в ТРК, ой, не в ТРК, а в торговых рядах Кружало в Мгм. старом городе. И я безумно благодарна все-таки, что мы там открыли и начали этот старт, потому что у нас были прекрасные соседи, магазин Тадиум во 2 этаже. Мы все подружились, у нас было прекрасное окружение именно ювелиров. Это реально классно, когда мы все в одной нише, но все разные, все классные. И я где-то там, можно сказать, училась у них этому всему, потому что, ну, я человек далекий от ювелирного мира вообще, да, я там
человек цифры, финансы, там больше про банк, там, ну, больше про такое. И поэтому было классно окунуться в такое вот пространство и общаться с такими интересными тоже людьми, предпринимателями. А тогда тоже еще не было таких предпринимательских сообществ, там не с кем было посоветоваться, даже там какие-то налоги, там Фокус.ру не что-то. было. Да-да-да. Ничего не было такого еще. Поэтому я благодарна этому месту. И старый город — это действительно какое-то место силы такое якутского, не знаю, бизнеса, наверное. Вот. И там открылись, получается, до пандемии или после пандемии? Нет, мы открылись в каком году? В 17 В да? 17 году сразу, мы сразу. открылись сразу, да, потому Мгм. что очень стремительно как-то вот начался бренд сам привлек очень большое количество людей, заинтересованных в моде, стиле. Я сама как-то это все задвигала еще там, типа, помните, раньше эти туалеты Луки, Гинджи были? Просто фоткаешь себя в туалете и публикуешь в Инстаграме, да? Ну, типа Мгм. такого. И это как-то вот на тот момент только начало зарождения вот именно, как сказать, Культа селфи. культа вообще стиля там и Мгм. все, да, как Мгм. будто очень важно там выглядеть стильно, там одеваться хорошо, там выглядеть как... И, ну вот благодаря развитию соцсетей. И мы вот в это время очень удачно попали, я Мгм. считаю. Поэтому старт, он был не таким тяжелым, как бы все равно были продажи, Мгм. хорошие продажи. И мы радовались, что были продажи не только из Якутска, да, не только местные ребята у нас закупались, но и по всей России доставки прям были. Мгм. Это было Мгм. прикольно. Такой Классно. первый опыт, где ты стоишь в почте России, так аккуратно все заполняешь, упаковываешь и отправляешь. Это было Ну, классно. ты не рассказала, что мы изначально хотели начать как форма бизнеса, как ритейл. Мгм. То есть не Как производители, перепродажа. а Ага. перепродажа. Мгм. А у вас сейчас, Но получается, что-то Да. пошло не так, и все это превратилось в собственное. Да, мы, кстати, хотели быть еще как мультибренд, Ага. как такой... Сейчас есть много таких компаний, которые открываются и продают там много классных локальных брендов. Мгм. Я также находила такие вот бренды по всей России. У нас представлялись несколько брендов: петербургский и, по-моему, Новгород, что ли. Вот. И 2 девушки нам отправляли прям свои изделия. Мгм. Мы Мгм. прям в Якутске их продавали. Прикольно было тоже. А сейчас у вас, получается, полностью свое производство? Да, сейчас у нас продукция, да? мы уже сами прям вот Мгм. топим за свое производство. Получается, вы активно росли в первые годы, и потом, когда вы уже в Якутске началась стагнация, и когда вот стали задумываться вот там в Москве и так далее? Ну, я, если честно, не скажу, что у нас была какая-то стагнация, Мгм. потому что у нас прям вот все очень органично. Мы вообще как бы никогда не привлекали на тот момент никакие инвестиции. То есть Мгм. это были абсолютно ну, вот такие вот деньги бизнеса. Мгм. То есть они нам деньги приносили, и вот так же мы маленькими шагами росли. Из-за этого как-то вот мы не замечали, что прям какая-то стагнация, да, у нас есть, потому Мгм. что онлайн... Пандемия? Ну нет, да, ну пандемия, мне кажется, вообще все бизнесы просто Ага. стерла с лица земли половину бизнесов, по-моему, да? Ага. Это вообще самые такие тяжелые, конечно, времена были, но зато какие, да? Мгм. Они тоже нас многому научили, потому что во время пандемии у нас появился сайт. До этого как-то мы в сайте, оказывается, не нуждались. Это все как-то через Инстаграм очень легко продавалось, и было проще, да, так. Мгм. А потом, да, мы такие, нужен сайт. И Егор там буквально на коленках. Я там фотографировала на телефон, ракурсы там всяко разно. Ой, чуть ли не за ночь, да, создали этот сайт тогда. Ну, про пандемию вообще нужно отдельную рубрику делать. И что делать, инструкции, что делать при следующей пандемии? Да. Ага. Это точно. Ага. Ну, обычно просто бывает так, что открывают филиалы в других регионах, когда уже в Якутии в стагнации, и потом уже задумывается. У вас тогда из-за чего захотели вот открыться в Москве? Тут больше, наверное, про само желание масштабироваться. Не так, что типа стагнация, у нас бизнес там до этого там вот уже типа душит, надо где-то там открываться, да.
Мы видели большой потенциал все равно развития в разных городах. У нас уже до этого, как бы до открытия в Москве, были партнеры в Казахстане. Мгм. Вот, и мы там довольно успешно продавались, и уже, В Москве тоже. да, в Меге, и в Москве тоже, да, ага. на столешке. И как бы, то есть мы уже понимали, что есть спрос хороший, и нужно как-то вот очень хорошо в Москву красиво залететь. Но мы в первый год не учли, что Москва — это не просто Москва, да, это прям огромный город, где есть огромные тоже районы, да, отдельные как города, и чуть ли не как там отдельные уже там республики, потому что центр Москвы — это совершенно другой город, да. Ага. Это вообще Москва другая, ну, вот туристические зоны Москвы, где обычно мы, якутяне, там, ну, вообще любой, наверное, человек, кто приезжает в Москву, он всегда гуляет в туристических районах и оценивает город таким же образом, да, и покупательскую способность тоже ты так оцениваешь. Ну, в общем, как вообще все начиналось? Я в один прекрасный день написала во все торговые центры Москвы, чтобы узнать, сколько стоит аренда. Мгм. Просто это было такое любопытство в начале. И когда я получала ответы, там были такие страшные цифры, я просто представить даже не могла, что за 10 квадратных метров аренды в торговом центре «Европейский», который не был моим любимым, там, а просто там, ну, в топе каких-то там, одним из старых, да, торговых центров, стоит 800 тысяч. Это квадрат И это 80 тысяч. просто аренда. 80 тысяч квадратов. Да, а это еще нужно заплатить входные, да, от 800 тысяч, входные заплатить. Плюс еще они получают там некие проценты от От продаж-то. продаж. Ничего себе. Да, и Обеспечительный взнос Ага. это примерно 2 месяца. Ага. Плюс первый месяц и последний месяц. Ага. Соответственно, это сколько уже? Ага. 1 600 000, 1 600 000, 3 200, Ну, в какие-то общем, проценты и так далее. да. Так далее. Плюс ко всему этому товар нужно изготовить, сам остров нужно сделать. То есть там зарплату Ага. и так далее. Ну, то какой-то есть фонд. вообще Минимум 3 придумать. миллиона, желательно В 5-10. общем, да. 10 Короче, там, минимум. Мы Ага. потом посчитали, что это 10 миллионов нужно. И мы такие, ну ладно. подумали, что, короче, до Москвы еще не выросли, такие думаем, ладно, все, с Москвой завязываем. И тут приходит нам с Колумбуса, да, Да, ответ. в общем, я написала только в такие торговые центры, Ага. которые обычно посещаешь, да, когда приезжаешь в Москву, типа там Авиапарк, Афимолл, там Метрополис, Европейский, типа, ну такие, знаете, Ага. где мы все ходим, закупаемся, радуемся. Вот. А оказалось, что это одни из самых очень дорогих арендных плат, просто Мгм. нереальные цифры. И тут ладно еще арендный плат, там еще такая отборка идет резидентов, ну, чтобы встать там, это не просто ты должен быть там, просто прийти там, встать и все, да, ну, то есть у тебя должна быть какая-то история, упаковка. Тогда у меня началась история с ребрендингом и упаковкой, и всем на свете. То есть в Якутске, если это все намного проще, да, то есть пришел, там, заключил договор, встал, да, и все. А там требуют все, и брендбук, и все на свете, чуть ли не интервью, там на нескольких страницах написать о себе, там, основатель и так далее. Ну, то есть все прям досконально. И это заняло, конечно, какое-то время. И потом, да, вот нам написали с торгового центра «Колумбус», сами уже. Это где находится? Это находится на юге Москвы, район Чертаново. Чертаново. Ага, Да. ага. Мгм. Как раз не знаю. Ага. Ну, я знаю Чертаново только потому, что там раньше жил Дудь. Ага. Ну что, он Ага. рассказывал в каком-то выпуске об Мгм. этом, что это его любимый район, Ага. и он там всегда будет жить. Серая ветка. Ага. Ага. Да, ну, в общем, мы ни разу, скажу вот перед открытием, да, даже вот, ну, как ни разу в жизни я не была в этом районе. Я вообще за ЦАУ ни разу в жизни не выезжала и Мгм, даже не мгм. представляла, какая там Москва. И мы, в общем, такие отчаянные люди открылись в Чертаново, Ага. получается, в торговом центре. Ну, уже приехали, прям уже Ага. онлайн все Не в подписали. Чертаново, а в Москве. В Москве, все равно в Москве, конечно. Но это прям очень классный торговый центр, один из самых больших. Ну, у меня очень много подруг, там, знакомых живут в Москве, и они Ага. вот, кто на юге живет, они все говорили, что это очень классный, Мгм. проходимый торговый центр, и Ага. там классные бренды. И, ну, и как бы
цена была у них адекватная. Ну, в общем, все как-то вот повлияло на то, что мы там все равно открылись. А там сколько стоит квадратный метр или вся аренда? Да. 160. Это за 10 квадратов, да? Да, и мы, в общем, открылись там. Открытие, ну, а просто как бы там тоже не откроешься. Оказалось, что у торговых центров Москвы очень высокие требования к островам именно. То есть это не просто ты там из МДФ или ЛДСП там построил и остров стоишь, а там нужны какие-то лицензии, документы там на все. Да, специальное стекло, Специальное огнеупорное, стекло, да, специальная сертификаты на эти подложка. стекла. Ну, то есть там таких И все вот это вот очень нужно много. обязательно. То есть без этого тебя там не откроют. И, конечно, это так долго продолжалось. Мы там с февраля месяца, да, до мая, Мая. до мая мы вот это вот все делали, чтобы открыть остров в Москве. Потратили кучу денег, потому что это дизайн-проект, материалы для изготовления. В общем, было очень много нервов потрачено, но это было так в новинку и так классно, и как вызов себе, это действительно, знаете, это вообще вот, мне кажется, вот предпринимательство это и есть вот такая вот азартная какая-то игра, где ты каждый раз проходишь какие-то новые уровни, да, и тут мы такие поставили себе планку. Было столько слез у меня, конечно, потом. Но истерики. Все, зачем я на это решилась? Каждый раз. Первый босс первой стадии, да. И там же сразу загнулись. Не, проиграли. Нет, мы, конечно, не сдаемся никогда. И, ну, вообще мне очень нравится вот именно то, что ты сам можешь ставить себе какую-то планку, сам себя вдохновляешь, смотришь вообще на все как-то по-другому. И когда ты открываешь другой какой-то рынок именно физически, да, потому что онлайн, вот то, что мы продавали, это была совершенно другая история, это вообще про другое. То есть это два разных бизнеса, да, во-первых, модели, да, совершенно другие. Да, а когда мы соприкоснулись в Москве с нашими первыми клиентами, мы сами стояли, продавали, естественно, все лето изучали нашу аудиторию, смотрели. И мы тогда для себя открыли вообще абсолютно новую целевую аудиторию. Это женщины за 50, как оказалось. И там вот в этом районе именно живут очень такие стильные такие женщины, очень такие прям любящие такой вот лаконичность. Приходили и смотрели на наши украшения и не верили, что это серебро, потому что слишком дешево. Цены были для Москвы действительно недорогие. Мы не меняли цены, мы, естественно, все так же сохранили и как-то даже не подумали о том, что чтобы в Москве зарабатывать больше, нужно и цены поднять. Ну, то есть там и аренда выше, и зарплаты выше, Да, и поэтому конечно, нужно поднимать зарплатные ставки в Москве это одни из самых высоких, во-первых, да, арендные платы очень большие, как и другие расходы, типа там продвижение, маркетинг и так далее, это стоит безумно больших денег. Это как бы объем города, он слишком большой, и, естественно, вот это все требует прям колоссальных вложений, а зарабатывали мы ровно столько же, как в Якутске. То есть это условно была такая немножко минусовая даже история, и она насколько долго, ну, достаточно долго длилась, но благодаря тому, что были все-таки онлайн-продажи, мы как-то вот более-менее справлялись вообще с оплатами там и так далее. То есть у вас долгое время работали в ноль минус, да? Ну, в ноль мы прям долго работали, да. Но мы понимали, потому что у нас есть друзья, которые имеют бизнес тоже в Москве, но они прям сами москвичи, и как бы они говорят, что это нормальная история, когда год можно работать в ноль, типа, это спасибо, если вы не в минус работаете. Но мы хотели типа. поднять цены. На самом деле мы об этом думали. Да, мы думали, но что... мы же монобренд, да, получается. Соответственно, у нас рекомендованная розничная цена она должна быть везде одинаковая. То есть в Якутске, в онлайне и в Москве. Соответственно, если мы повышаем цены из-за того, что в Москве мы не вывозим, например, аренду, то повышается цена автоматически везде. И на онлайне, и в Якутске. А если в Якутске будут цены еще дороже, потому что
для всех жителей города Якутска все равно в Сокольниках, типа, ну, самые дорогие цены. Если повысится еще больше, соответственно, в Якутске не будет продаж. 100%, соответственно, мы не сможем перекрывать на выручку, которую дает нам Якутск, там, Москву. И в Соответственно, в общем, итоге у вас... мы решили оставить. И в итоге после этого как увеличили продажи дальше? Что сделали? Ну, видите, как все пошло. Мы работали в ноль долгое время, но за счет того, что все равно мы как бы уже как бы, когда ты физически открываешься в другом городе, да, ну, то есть там и у тебя и аудитория прибавляется, естественно, там начинаются какие-то онлайн-продажи, потом появляются какие-то новые интересные предложения там, и так далее, да, и за счет там, ну, онлайн хороших продаж и повышения продаж еще в Якутске мы стали расширять еще больше линейку, ассортиментную саму матрицу, уже посмотрели, что недостаточно тех изделий, и нужно делать упор на что-то новое. Типа, да? И тогда у нас вот появились такие первые коллекции более дорогих позиций, еще дороже, более тяжелых, массивных украшений, немножко стилистически уже других, и появилась такая первая якутская коллекция «Каникулы у обеден». Ага, и вот он нам джаджен барыгин. Ага, там есть, ну, такие вот воспоминания о детстве, Уабе, в деревне. Ага, с этой темой мы, естественно, вот как-то с национальной идентичностью еще в Москве, чтобы как-то показать, потому что для многих, например, да, и Сокольников там это, ну, вообще очень многие всегда думали, что мы франшиза, во-первых, здесь, в Якутске. Там же в Москве нас тоже как-то как Якутск не воспринимали, да, из-за украшений. У нас же нету национальных украшений там и так далее. Да. Мы больше про такой коммерческий бренд, про другое. Ну, то есть у нас не было вот этой вот идентичности. И она у нас, когда появилась, это уже стало прям вот заметно другой бренд уже, можно сказать. Ну, то есть мы вышли вообще на другой уже уровень. После создания первой якутской коллекции. Да. После создания первой якутской коллекции мы поняли, что... Сила в этом. Сила в нашей идентичности. В том, что мы саха. Да. В смысле, якутская это как национальные такие... Нет, вот в том-то и дело, что национальные украшения это как бы национальные украшения, да, это то, что мы носим там сами, будучи саха, там, гаха и девит курдук, да, наследство там передаем друг другу девит курдук. А у нас коллекция вышла, она такая вот, ну вот джаджен, например, да, ну ее же может носить любой, хоть русский, там, хоть американец девит курдук. А у нас ассоциируется это больше с нашим детством, например. Да, Джаджен Бибера, вот что байдек. А вот, допустим, московская клиентура все равно же не ассоциирует, наверное, как... Нет, она покупает ее. У нас история-то есть этой коллекции от Алагалар, но покупают ее именно для себя как, ну, как именно как землянику. Допустим, каникулы в Уабе, да, коллекция. Там была подвеска ЭТык, да? Это вот как? Мутовка. Мутовка, да. Ну, соответственно, вот нижняя часть, вот эта круглая часть, она, ну, в форме подвески, то есть круглая. А в Москве покупали это как солнце. Они сами ассоциируют, еще сами себе придумывают. Но мы плюс еще добавляем сверху нашу историю, что это ЭТык. Ну, он так и называется, то есть ЭТык, артикул такой у него был. Ну и, соответственно, вот мы начинаем рассказывать историю, и это их, ну, начинает привлекать, и они покупают. А если делать полностью якутские там изделия, там, Илинка Бигарь, то, ну, они же не будут носить. Да, это не будет как бы... Они не могут идентифицировать себя вот. Как бы с чужим национальным кодом, да? Это же все равно твой код. Не, там, ты же не будешь... Тогда нужно просто как-то смысл в суть передать, а не полностью копировать. Да. У нас, например, хворост, земляника, субун, да, голубика, чарон, собо, камелек. чарон, камелек.
Ага. В общем, такие, И все равно покупаете. такие изделия. Да? Покупают, да, интересно. им интересно. Но это еще такие формы, они такие вроде простые, но очень красиво и стильно, Они же лаконично все общие смотрятся. формы. Ага. Просто И они люди. воспринимаются как форма, и им очень классно. Ага. И то, что это носит какой-то такой смысл еще тоже Мгм. классно. И тогда, получается, когда добавили якутский ассортимент, уже стало больше продаж. Да, Да. Ага. это прям вот как новое что-то, да, Ага. направление. А как вот вообще вот новую линейку или ассортимент, скажем, да, для московской аудитории вы делали там рекламу, маркетинг или просто продажи? Ну, начнем с того, что мы же в торговом центре стоим, да, это Мгм. всегда поток большой людей. Мгм. В Колумбусе, например, да, там просто безумное количество людей ходит, просто нереально, там вот как виток, прям вот туда-сюда все ходят и ходят. А мы стоим как остров. У нас вот красивый остров. Мы специально еще прям придумали такой дизайн. Заморочились. Очень сильно заморочились, потратили кучу денег, времени на то, чтобы сделать очень красивый остров, чтобы он привлекал внимание, потому что ну, там стоят очень много таких же островов, и они все одинаковые. Мгм. И как бы условия тоже торгового центра, все должны быть белые. Острова должны быть белые, ну, как бы несложные. И мы решили, что витрина должна хотя бы тогда привлекать еще больше внимания, Мгм. чтобы люди мимо не проходили. И первое, конечно, это визуальная, да, часть. Все равно визуальный контакт, он должен быть очень таким вот ярким, запоминающимся из всех. И я придумала такую историю, что у нас будет витрина полукруглая, которая буквой «С». И внутри витрины мы сделали из нержавеющей стали полностью. Это означало как Вечная вечная мерзлота. Мгм. Мгм. И такой вот из оргстекла матового белого, прозрачного такого, вернее. Это Река была Лена. наша река Лена, по ней Мгм. текла. Мгм. И такие островки синего оранжевого цвета, это наши цвета бренда, такие как эти льдины и островы такие. Мгм. Вот. И мы это все объясняли им еще, что это все имеет сакральный смысл там, и так далее, и так далее. Да? То есть наш бренд, он не просто про украшения, это прям вот ну, что-то такое. И эзотерика в ней есть, и культура наша есть, и ценности несет, и упакован он, ну, вот так вот, на что отдает теплом, в общем. Что-то такое связующее между природой, природными формами и так далее. Да? Ну, то есть мы и вдохновлялись, создавая коллекции всем таким. Вот, например, у меня кольцо, долгун называется, там, 3 желания кольцо, там, ну, вот такие вот украшения, которые ты носишь, они несут какие-то смыслы, и для тебя тоже. И вот это и есть как бы наша связь с клиентом. Мгм. Хочу дополнить про Москву, да. Ага. Вообще работа в Москве мне вот дала такое понятие, что наша национальность — это наша сила. Это прям реально чувствуется. Мгм. Очень сильно чувствуется. Когда работаешь на другом рынке. Ага. Не в Якутске. То есть ты в Якутске не можешь говорить, что ты из Якутии. А там ты можешь это говорить. То есть, и они это воспринимают очень тепло. То есть они это воспринимают, им интересна вот культура. Им интересно, Да, именно им очень интересна эта наша культура. Ну, вообще другие культуры людей, они всегда же интересны, да, ты вот путешествуешь, почему, да, например, тоже уезжаешь куда-то, интересуешься же всем этим. И то же самое, мы как бы вроде бы и в России живем, но у нас очень сильный национальный код, у нас очень сильная национальная идентичность, и культура прям очень такая ярко выраженная, и ее действительно можно растянуть хоть на что, по идее, и применить абсолютно везде. И мы это реально поняли только когда мы оказались на московском рынке, чем мы отличаемся от других, типа. Отличаемся-то мы как раз-таки этим. То есть серебро у всех одинаковое, изделия плюс-минус у всех одинаковые, да? Но мы из Якутии, а они там из центральной части России, например. Вот, и, соответственно, вот даже вот наши клиенты, которые, знакомятся с нами, знакомятся с нашими изделиями, знакомятся, что мы из Якутии, знакомятся с нашим регионом, нашей республикой, с нашей культурой и приезжают на СЭХ, например. Даже так. То есть Даже так. как-то вот так вот.
И получается, вы особо не вкладывались в рекламу, вы больше работали над трафиком. Да, в Москве, если так посмотреть, то можно, конечно, работать чисто онлайн, да, Ага. то есть привлекать людей, именно трафик делать такой для онлайн, потому что там все онлайн. Либо ты реально, у тебя есть магазины, физические точки, да, вот Мгм. распространяются, ну, вот открываются в каждом торговом центре. Мгм. Большинство брендов, ну, как бы, которые вообще локальные российские бренды, у них практически в каждом торговом центре, ну, в одних из лучших есть магазины, да, и это отдельная, как бы, это отдельный маркетинг, вообще Мгм. Мгм. другой, совершенно другой. Если развивать именно точки, да, он стоит очень дорого. Мгм. Естественно, потому что, ну, если у тебя только один остров в Москве, да, в Чертаново, кто тебе там с юга, с севера, там, с запада приедет? Потому что это же огромные расстояния, там, с севера Москвы, допустим, приехать до Чертанова, это занимает 2 часа. Мгм. Да, это Мгм. вообще Как до Намцев и обратно. 2 часа минимум дороги. Это если еще и без пробок они доедут, это Ага. если на метро поедут, а если на Ага. машине, то вообще. Ну, то есть ориентируешься ты всегда только на свой район, получается, где открываешься, Мгм. Мгм. на локацию чисто. То есть это только вот этот вот южный район и все. А если маркетинг там чисто онлайн, то там еще цифры больше, потому что такие гиганты, огромные рынка, федеральные Весь сети и трафик. так далее, да, они скупают весь трафик рекламный. Ну, в общем, с ними невозможно конкурировать, Мгм. Мгм. потому что один клик там их стоит сколько-то там рублей, да, они Мгм. вкладываются в продвижение там даже таких площадок, Мгм. как Яндекс, Директ и так далее. Там миллионные бюджеты у них, Мгм. естественно. Мгм. Или мы там такие чукурушки из Якутска приехали. Получается, вы в интернет-рекламу особо не вкладываете, в основном только на Ну, мы оффлайн. вкладывались, конечно, но это несоразмерные Мгм. расходы, Мгм. во-первых, и они не такие эффективные получаются, нежели чем вот то, что ты развиваешь именно маркетинг точки самой. Мгм. 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 Понял. И важно там найти место с хорошим целевым трафиком и сам продукт позиционировать, ну, ярко, получается же, да? Да, Ага. да, потому что Мгм. конкуренция, ну, просто безумная. Мгм. Каждый Мгм. второй там твой конкурент Мгм. на уровень выше Мгм. всего и вся. А вот ты позавчера, когда общались по телефону, говорил, по-моему, с этого места переехали в другое место, или вы еще один Да, филиал открыли? мы закрыли Колумбус, Мгм. потому что, ну, вообще, я как бы и так планировала там стоять недолго. Мгм. История торговых центров, она такова, что нужно ее развивать очень быстро и иметь сеть. Ну, то есть у Мгм. тебя должно быть как минимум 5 магазинов в торговых центрах. Поэтому это как бы требует, естественно, больших финансовых вложений, это и психологически тяжело будет выдерживать. Моей мечтой вообще было это открыть якутский шоурум Мгм. именно где-нибудь на чистых прудах, где-нибудь в Патриках, да, Мгм. но где очень большое количество нашей целевой аудитории гуляет, где люди интересуются такими вот вещами необычными, да, все равно мы для московского рынка это что-то другое в Мгм. любом случае. Мы, в общем, открылись на Покровке, в Чистых прудах у бренда Мус Лены Максимовой. Я у нее увидела случайно в Инстаграм, что она сдает помещение, а мы как раз собирались, мы искали ровно помещение, Мгм. тоже на Чистых прудах. Это так прям совпало. Мы прям сидели, вот мониторили Авито там и все на свете. Я писала там своим знакомым риэлторам, которые занимались вот поисками помещений всяких. И там тоже, конечно, аренды безумные, да, это не просто торговый центр, остров Мгм. арендовать, да, Мгм. это, конечно, это целые помещения там и так далее, ну и возможности другие. И хотелось все-таки рядом с якутским брендом Мгм. стоять тоже, потому что, ну, вот, это будет одна из целей. Вот, и весной этого года, в апреле, мы открылись на Покровке Мгм. на первом этаже. Открылись, у нас было грандиозное открытие, там еще столько народу было, всякие инфлюенсеры московские, наши местные, наши клиенты, якутяне. Очень много людей было, вообще Мгм. классно было. Мы там научили их делать кёрчев.
утыком. Э, Познакомились с нашей культурой, наша хомусистка была. Вот. Ну, в общем, такая вечеринка прошла очень А нашли классно. мы это место случайно. Ну, Мгм. Ехали в Вова, такси и увидели сторис, да? да. Что она сдает помещение. Ага. Мгм. Мы такие сразу дык, И давай сразу звонить. написали, и потом же сразу Лена ответила, и давайте, все, вот так вот, короче, Мгм. Мгм. случился матч. И там, получается, показатели сейчас лучше, чем в Каламусе. Я так скажу, что нет, мы там лучше финансовые показатели не становятся, не Мгм. стали, но это больше история про, знаешь, не про заработок, да, а то, что мы только вот начинаем развиваться Мгм. как бы Мгм. там. Мгм. И вместе бок о бок с якутским брендом тоже. Мгм. Типа. Мгм. Ну, то есть, если Лена еще как известная как дизайнер, да, так как она Мгм. участвовала во многих там показах, постоянно участвует, о ней пишут там, и так далее, то мы-то еще неизвестные совсем, да, то есть у нас еще не было какого-то яркого инфоповода, чтобы стать там каким-то известным хотя бы каких-то вот таких вот кругах. Мгм. Потому что Мгм. это очень важно оказалось тоже иметь и комьюнити в Москве. Потому что если этого нет у локальных брендов, это вообще вот касается именно развития локальных брендов, потому что Мгм. развитие там, федеральных сетей или уж каких-то других магазинов это совершенно другое. И я сейчас очень сильно вот понимаю, почему локальные бренды очень медленно развиваются. На самом деле они действительно очень медленно развиваются без каких-либо там ну, вот, инвестиций больших. Мгм. Мгм. Потому что есть, конечно, инвестиционные проекты, которые прям выстреливают, открывают там 20 магазинов и так Мгм. далее. Вот. А мы как бы типа идем, короче, своим путем, сложным, иногда Ну, получается, вот невозможным, но с самого начала у вас где-то 1 год прошел был, да? Ага. И да, сейчас это сейчас в период там, понимания рынка и тестов, да? да. Но мы в Сейчас целом сейчас готовы работать в ноль, потому что Москва — это история больше про маркетинг. Мгм. То есть, соответственно, вот мы как только открылись в Москве, в Якутске стало больше там выручки. Мгм. Вот. Появились какие-то новые двери, которые очень легко открываются. Мгм. То есть стало больше возможностей, стало больше знакомств, стало, ну, в общем, история про маркетинг, узнаваемость там, и так далее, то есть повысилась. И за счет этого открываются новые двери, куда ты заходишь и зарабатываешь, соответственно, большие деньги. даже не про маркетинг, да, а про нетворкинг. Мгм. Мгм. Ну, Потому да, что в нетворкинг. Москве без нетворкинга оказалось невозможно. То есть, если ты хочешь, чтобы о тебе написали какой-нибудь там, не знаю, глянец там и так далее, да, там недостаточно заплатить денег даже, оказывается. Мгм. Там Мгм. нужно, чтобы кто-то из знакомых там был и Порекомендовал. порекомендовал тебя как Мгм. бренд, что вот да, он классный, вы можете про него написать. Мгм. Это все оказалось намного сложнее, чем я себе представляла вообще, Мгм. потому Мгм. что мир моды в Москве — это вообще другая вселенная, и это там Ага. действительно какие-то другие люди, сообщества, и что туда нужно внедряться, и пожить, естественно, нужно. Мгм. Это я вот сейчас понимаю, и, ну, как бы скоро я буду обучать, наверное, этому, потому что, ну вот, да, благодаря тому, что мы открылись на Покровке, мы познакомились с очень классными людьми. Кстати, вот, насчет новых дверей, то, что Егор говорит, это то, что на нас вышли там крупные игроки рынка ювелирного, да. У нас там на носу подписание с очень крупными Говорить не будем. компаниями, но Карл, да? сейчас нам, да, пока мы не можем озвучить их, но в своих социальных сетях я там иногда рассказываю, да. Ага. Но, В да. зеленых кружочках? Да, да, в близких друзьях. Ага. Ну, в общем, это одна крупная федеральная сеть, 2. и один очень крупный универмаг. Мгм. В общем, так скажу. И вы должны им поставлять в большом количестве, да? Да, Круто. это уже оптовики, там, ну, Мгм. как бы это не про Ага. мелкие там какие-то Круто. истории, да, это прям вот очень большая работа нам предстоит. Мгм. Надо до Нового года выживем или нет? И тогда вы Надеюсь. сейчас уже расширяете цех по производству, да? Производство, да. Да, производство. Ага. Это основная задача — не подвести наших новых Ага. партнеров и Первые показать нашу мощь. заявки мы можем
сейчас произвести, то есть по объему. Но мы чувствуем, что это же тестовая заявка первая. Она как бы, такая тестовая, потому что там проверяют, как ты сделаешь, качество, объем, насколько ты быстро это сделаешь. Да. И если все удачно Так пройдет, страшно. придет вторая заявка, и она будет в 2, в 3, в 4 раза больше. Вот нужно быть к этому готовым. Соответственно, у нас там месяца полтора, чтобы сделать очень крутое производство. Доказать, И, что якуты могут И, делать. получается, вам нужно будет срочно там, не знаю, инвестиции свои или внешние. Да, конечно, туда-сюда, это там, сюда. привлечение инвестиций, Круто. как бы какой-то займ, там, какие-то на хороших Ага. условиях, там, и Круто. так далее. Это все необходимо будет Ага. по-любому. А вы, получаетесь, у вас по производству полностью в Якутске, да? Мгм. Ага. Да, Понял. вот в этом и фишка. Поэтому мы должны это все сделать очень хорошо, чтобы была лояльность к якутским брендам все-таки тоже. Мгм. Потому что, это оценивается всегда так, целую национальность, Мгм. грубо говоря, нацию. Мне стало интересно то, что вы не стали слишком якутско-национально масштабировать, а вот зашли чуть-чуть по-другому, и люди это поняли, что или для них тоже подходит. Мне кажется, из якутских мало кто так, или вообще никто так не делал, наверное. скорее всего. Игра с Нет, подсознанием. Никто, да. У нас все немного украшения копнуть имеют надо. вот такой вот смысл какой-то. Ты можешь примерить на себя любую национальность, грубо говоря, тогда. Ага, ага. Например, вот Благодаря ты этому смотришь на земляничку, чему-то такой, выросла. прикольная земляника, какая милая, дай-ка я куплю. А потом такой думаешь, зачем мне стоит покупать? И тут приходит, например, менеджер и начинает рассказывать, почему именно земляника. Тык-тык-тык, рассказывает про культуру, там, да, и так Как ты далее. собирал? Про то, как мы относимся к этому, к Чахомараву, Хаевытенде, ко вся Тахана. И, соответственно, выбор уже очевиден. То есть все беру однозначно. Еще и с культурой, оказывается, еще и, оказывается, с описанием. Как-то так. Помимо партнерства, у нас еще есть и партнеры такие, не такие крупные, но достаточно хорошие ребята, там, в Ростове-на-Дону, в Нижнем Новгороде, тоже ювелирные такие, как магазины, сторы большие, где представлены мультибренды. И мне иногда знакомые, вот кто бывает в этих городах, отправляют фотографии. Вы, оказывается, здесь, в Ростове даже есть, типа такого. Мгм. Прикольно так. Многим же сложно создавать бизнес с мужем, с женой. Из-за этого портят отношения, туда-сюда. Да. У вас это как получается? Или у вас вообще не бывает конфликтов и так далее? Или как решаете конфликтные ситуации? Тут на самом деле просто немного весла разные, короче. Ага. То есть Юля отвечает за продвижение, за продукт, за какое За модное бренд. слово есть. В общем, за бренд, маркетинг. да, за маркетинг и так далее. Сейчас Я- со стороны клиента. Да, я отвечаю за производство. Я, например, не понимаю там, ничего в маркетинге, в продвижении, в брендинге и так далее. Вот. А она чуть-чуть понимает в производстве, но не так хорошо, как я. Соответственно, она туда не лезет, и я к ней не лезу. И мы работаем, грубо говоря, в разных офисах. В разных кабинетах, точнее. Ключевое это когда вы разделили функционал. Да. И, мне кажется, вот у многих бывает ссора, когда у них функционал схож, и один видит по одному пути, а Да, другой по другому. да. А когда у вас совершенно разные функционалы, то, и смысл туда лезть. Да, у нас зоны ответственности разные просто. Ну, конечно, где-то бывает такое, что мы все равно сходимся в чем-то, да, там, например, в финансовой части. да. Когда выручка начинает падать, мы собираемся в центре зала и начинаем ругаться. А потом по кабинетам разбегаемся. Нет, мы просто находим пути решения, Ага. что нужно улучшать, что ослабло там и так далее. Все равно такие моменты, конечно, случаются. Но, тем не менее, не знаю, я не люблю лезть в производство и не терплю, когда лезут в мои обязанности тоже. Поэтому, чтобы избегать конфликта, просто нужно принимать то, что делает твой муж и что делает жена по отдельности. Мгм. И потом где-то переговоры устраивать. Когда вы открывались в Москве, вы, получается, полностью все семьи туда приехали, да? Как там жили? Мы Нет. оставили детей у бабушки и дедушки, у бабушки, лето. точнее, да, Да. и переехали сами на открытие. То есть сделали монтаж, открытие. И там, чуть-чуть получается, вы жили чуть-чуть почти поработали. 3 месяца. Да. И так дети жили, да? Мгм. Ну, они на лето остались с радостью. На лето. бабушки. Как Да, раз таки. конечно. Ага. Нас там, не знаю,
бабушкам, конечно, сложно было, так как их двое, трое, Передай вернее. бабушкам большое уважение. Да, спасибо нашим бабушкам. Ага. Вот. А так, ну, мы хотели переехать на самом деле сначала, Мгм. но как бы переезжать еще и параллельно строить бизнес, это довольно-таки сложно, тем более, когда дети ходят в школу, должны пойти в первый класс и так далее, поэтому это как-то немножко нас остановило, что нужно все-таки сначала как-то там наладить все это, поэтому у нас поехала туда наша сестра, Мгм. и она как управляющая работает в Москве. Ну, как Мгм. бы человек близкий, родной, доверие большое, поэтому, возможно, как бы это и есть какая-то сила все равно. Мгм. Чужому человеку так не доверишься, наверное. Ага. Расскажите, что у вас в планах на ближайший год, 3, 5? Но планы у нас грандиозные, конечно. Мы очень хотим уже развиваться на мировом рынке. Но как бы это и было у нас в планах. У нас в стратегии бизнеса уже построено то, что мы вот должны были в Москве открыться. Это был первый шаг к тому, чтобы развиваться дальше, усиливаться, видеть свои минусы, плюсы и так далее. Да? Ну, то есть, когда ты условно локально развиваешься в одном маленьком городе, ты не оцениваешь свой бизнес, не Мгм. даешь ему шанса даже просто стать чем-то более глобальным и так далее. Но у нас в стратегии она уже была, это все. Поэтому как бы было проще решаться. Ну, то есть у нас не было такого, о, там, как страшно в Москве открыться, там, мы уже будем это делать или нет, там, достойны мы мира или нет. Ну, то есть такого вообще не было. То есть есть Мгм. твердая уверенность в том, что мы по-любому должны открыться в Москве, как минимум, типа, по-любому еще должны быть сколько-то там городов там и так далее. По-любому должен быть Казахстан, по-любому должны быть какие-то страны СНГ и дальше там почему не Европа, не Штаты там и так далее, и так далее. Да. Но Мгм. и везде есть Сахаларжи. Самое классное. Вы последние Дубай. 2. Да, и Дубай. Ага. Скажите, пожалуйста, вот слова напутствия для тех, кто хочет стартануть новый проект, возможно, как начинающий предприниматель, например, в Якутии, либо же хочет из Якутии выйти на внешний рынок. Слова напутствия. Ну, тут, знаете, есть такая фраза, которую я очень часто употребляю. Это слабоумие и отвага, да. Вот эту фразу, по идее, я очень часто говорю. Почему? Потому что когда ты не знаешь вообще, что у тебя будет действительно, да, есть больше вероятности того, что ты уверенно это все делаешь. В Ага. начале своем пути, даже если там где-то тебя будут ожидать ожидание реальности, что будет все равно какие-то минусы там и так далее, да, это неизбежно в любом бизнесе. Даже если ты проложишь там, не знаю, какую-то огромную, не знаю, бизнес-план, шаг, каждый свой шаг распишешь, да, все равно это так не получится в любом случае, потому что ты это делаешь в первый раз. И первый раз он всегда бывает болезненным. Поэтому я говорю, когда есть огромное желание внутри, когда ты просто веришь, в общем, в свой проект, ты веришь в себя, ты веришь в людей. На самом деле мир любит таких людей, да, отчаянных и тревожных. Ну, в общем, ребята, если вы хотите масштабироваться, то первое, что нужно сделать, это просто сделать этот шаг. Потому Первый что, шаг. да, первый шаг, просто решиться и сделать. И пусть он будет, даже если неудачливым, да, там, не таким, как вы ожидали, что там будут ждать миллионы рублей и клиентов, то не нужно отчаиваться из-за этого, да, то есть всегда есть опыт. Для меня самое главное это когда предприниматель сам набивает шишки, например. В любом случае ты навсегда набиваешь шишки сам. И это и есть самое ценное в предпринимателе. Не попробуешь, не узнаешь. Да, Так вот действует. И плюс нужно максимально быть этим фанатом своего дела. Мгм. Без фанатизма вообще никак, потому что падения бывают ужасные. Мгм. Соответственно, если твой бизнес просто коммерция, и при первом же падении ты просто будешь плакать и убежишь. А когда ты фанат, когда ты прям с любовью к своему делу относишься, то ты сделаешь все, чтобы встать и пойти дальше. То есть фанатизм. Ну и плюс, как бы, да, вот Юля правильно сказала, что действие.
Первый шаг в любом случае нужно сделать. Даже знаешь ты этого, не знаешь, анализ был, не был, бизнес-план есть, нет. Как бы без шага первого ты же не узнаешь вообще, как, Да. каково оно там. Вот, по сути, Это вот и сделать шаг. про опыт. Мгм. Мгм. Пока не попробуешь, никогда не узнаешь, как получится у тебя, потому что другие люди и их советы — это совершенно другое, потому что это другое время, другие возможности, другой старт, другое восприятие, психическое состояние, семья, там, партнеры, Мгм. все. Спасибо, Юлия и Егор, что поделились вашей историей. Мне Спасибо, что кажется, многих пригласили. она вдохновит на новые проекты, на новые какие-то действия. Будем следить за вашей историей. Мне вообще понравилось, что не стоит пытаться самим копировать, вставлять свою идентичность куда-то. Нужно что-то понять им, что нравится в нас, и вот это в них Да, как-то. Ага. да. Вот это вообще классно. Мне кажется, это многим будет полезно. Спасибо. Да, и Будем следить наша за вашей... национальность, то, что мы саха, это сила. Прям реально. Ну-ка, Я а чё? прям, я прям прочувствовал это очень сильно. Сахалаш. Ура, я хала.